8000 квадратных метров. Это здание как минимум размерами задавит все остальные культурные события в Балтии, а то и во всей Северной Европе. На старом советском военном аэродроме в Тарту эстонцы построили самый интересный этнографический музей, в котором я бывала. Экспозиция начинается с будущего и заканчивается прошлым, чтобы школьники не зевали, разглядывая топоры каменного века, и не утыкались в экраны мобильных. Для этого им сходу демонстрируют реликтовый смартфон, когда-то главный в стране. Начало 90-х, и вот с таким скромным чемоданчиком эстонский президент ездит на встречи в верхах. Портативной мобильной связи еще не изобрели, и ему приходится таскать с собой вот эту бандуру. Боже мой, какая же ужасная вещь телефонная связь, думает эстонский программист Ян с патриотичной фамилией Таллин и изобретает Skype. Skype, понимаете, изобрели в Эстонии. Ну и единственной жертвой этого прекрасного изобретения пал стул программиста. Полное горизонтальное погружение в эпоху. В своей скрупулезности кураторы постоянной экспозиции музея дошли до того, что залезли к эстонцам в спальне. Здесь выставлены практически все кровати, на которых когда-либо спал эстонский народ. От 19 века до советских времен. И вот, пожалуйста, современность представлена так называемой умной кроватью. Чем именно она умна, каков ее интеллектуальный потенциал, вы поймете, когда я вот так вот на ней полежу и встану. И вот, пожалуйста, теперь можно оценить хитроумность кураторов. Чего только не придумывают люди, особенно если они организуют выставки. Перемещаемся в Ригу, которая 1,5 года назад была потрясена спектаклем «Бродский и Барышников» в Новом Рижском театре. Новый гастрольный спектакль Барышникова в 2016 году уже в Латвийской национальной опере. Идет всего 3 дня летом, и за билетами даже в очередь никто встать не успел. Их как будто бы и не было. Спектакль «Письмо человеку» основан на дневниках величайшего танцора 20 века Вацлава Нижинского. Его и играет Михаил Барышников. Весь август постановка путешествовала по Европе. Покажут ли ее в Риге снова, неизвестно. Но этого очень бы хотелось и жителям стран Балтии, и россиянам. Для них это самый легкий шанс увидеть великого Барышникова на сцене. В Россию он принципиально не ездит с тех пор, как оттуда бежал. Дополнительный стимул для того, чтобы чаще ездил в Латвию, попытался подкинуть большому артисту латвийский Сейм. Под Новый год в качестве почетного подарка они одобрили присвоение Барышникову почетного латвийского гражданства. Ну и, наконец, миновав Тарту и Ригу, к вечеру мы добрались до Вильнюса, где в мае 2016 года появилось вот это уже успевшее стать легендарным граффити «Трамп, целующий Путина». То есть сначала Трамп целовал Путина, и это была реплика на знаменитую картину Дмитрия Врубеля, где Брежнев целует Эриха Хонекера на обломке Берлинской стены. Но в какой-то момент летом сюда подобрались представители разгневанного электората, непонятно чьего, то ли путинского, то ли трамповского, дело-то происходит в Литве, но неважно, и замазали то место, где у лидеров мировых держав соединялись рты. Но авторы граффити не сдавались и восстановили его в августе того же года прошедшего, и теперь Трамп вдувает Путину в рот дым, причем не табачный. Если присмотреться, вот когда подходишь поближе, еще видно, что оба лидера одеты в очень характерные спортивные курточки, которые, принято так думать, носят представители социальной прослойки, называемой гопниками. Рисунок украшает стену закусочной у самого железнодорожного вокзала Вильнюса. Окрестности его, некогда страшноватые и заброшенные, становятся все более популярными. Сегодня в странах Балтии нет места более похожего на Берлин. Бары, кафе, барбершопы, прогрессивная и ироничная молодежь. И появление такого района, наверное, тоже можно назвать одним из главных культурных событий в Балтии в 2016 году. Ольга Шакина, Даниил Жилинский,